Казань. Этому упитанному, но ненасытному городу давно противопоказано сладкое. Все эти горы избыточных углеводов на дорожку, которую он поглощает в надежде избавиться от недуга. Непостижимая дорожная диета – бороться с нынешними пробками, предстоящими запорами, расслаблять ремень, чтобы победить ожирение, расширять, раздувать и растягивать, чтобы хоть на короткий период стало легче дышать от того, что вы уже переварить не в состоянии. На короткий период. Мы еще поколесим, поносимся, покатаемся, мы не наелись, не насытились, да и нет другого способа выжить. Этот город не для людей. Широкие возможности доступны лишь на больших скоростях. Но мы движемся с максимально возможной скоростью от прогресса. В городе, исповедующем один единственный стиль урбанизма, неминуемы революции. А вот и наш маленький Робеспьер. Столь необходимый революционный строительный белок для создания нового, стройного городского организма. В Казани этот возмутитель спокойствия уже почти за решеткой. Он задержан, ограничен, упорядочен и даже повсеместно обведен мелом, будто он совсем не живой. Впрочем, в Казани он еще дышит. А где-то уже нет. Добро пожаловать в 70-е. Набережные Челны. Настоящий город-памятник. Памятник нашим административным и градостроительным решениям полувековой давности. Вот так вот когда-то очень широко, но не очень-то глубоко и мыслили наши далекие предки. У набережных Челнов есть второе имя, которое как нельзя лучше отражает сущность этого города – Автоград. И это действительно город для машин и город машин. Есть такое ощущение, что эстетически бедная архитектурная и прочая среда и рождает эстетически бедные административные решения. На прокат в Челнах можно взять только машину, хотя большинство здесь берет ее на всю жизнь, иначе в этом городе не выжить. В России властями ничего не разрешается прямо и ничего прямо не запрещается, поэтому самокаты и велосипеды, конечно, не запрещены, хотя совсем недавно прокатные самокаты были выдворены с городских улиц. Накачанное общественное мнение мнит главной угрозой для жизни граждан самокат. Но уж, конечно, не хищников покрупнее. В этом городе динозавров млекопитающие не мечтают о месте под солнцем. Они его просто не видят. Город объективно не приспособлен к данному виду транспорта. Это сложилось исторически. И пространство для передвижения людей, они очень ограничены. Если мы говорим о как раз-таки самокатах, для них тоже определенного пространства для передвижения здесь нет. А здесь, вы говорите, очень сложно вместить. Тут можно все велодорожки мира вместить вот так вот по очереди. Нет, вместить-то, конечно, можно, но будет ли это комфортно для самих пользователей типа машин? Так они должны быть защищенными. Вот естественно. А как это сделать? А вот так. Это соседний Нижнекамск. Тоже пока город для машин. У нас пока все города для машин. И это велодорожка. Будущее велодорожка. Ну, широченное место просто, посмотрите, сколько городской земли. Я не знаю, в Казани, если показать это все, люди за голову станут хвататься. Вот что, вы отбираете у нас целую автомобильную полосу. Ну, никто здесь никакую автомобильную полосу не отбирает. Пожалуйста, вот вон там где-то машины. Вот тут где-то вспомогательная дорога справа мы видим, которая тоже для машин строится, тоже для них.
И вот, пожалуйста, здесь тоже для всех остальных. А ведь это не все остальные, а, возможно, главные участники дорожной движения. Ну да, действительно, у нас город должен быть прежде всего для людей, не для машин. В этой части города, это проспект Химиков, начало проспекта Химиков, вот прямо сейчас строится новая велодорожка. Тут будет пешеходный тротуар и дорожка для велосипедистов. Отделены будут бордюрным камнем. И это позволит любому человеку проехать практически через весь город. То есть это, опять же, невидимость работы, да, это работа и есть соединение всех точек. Да, эта работа есть. В прошлом году сделали кусочек, в этом году соединяем, и получается уже цельная велодорожка. То есть в Нижнекамске строят именно дороги для альтернативных видов транспорта. Велосипеды и самокаты – это вид транспорта, а не вид спорта в городе. И строят не абы как, а обособленно, безопасно, давая понять горожанам, что это время перемен. А ведь нижнекамские улицы уже, чем в Челнах. Но, видно, у властей кругозор пошире. Но это некая общая концепция. Вот есть некая мысль, что в течение ближайших 5 лет сделать вдоль основных магистралей велодорожки. То есть не просто какая-то вот дорожка в парке, а именно некая сеть, которая позволит ездить по ним, передвигаться, доходить до точки А до точки Б. Мы имеем сегодня почти 120 тысяч машин. Никакие деньги, никакие ресурсы не позволят нам обеспечить для этих машин дороги. Поэтому нам нужно, конечно, развивать альтернативные виды транспорта. То есть это общественный транспорт. То есть хороший должен быть трафик для общественного транспорта. Но и альтернатива — это как велосипеды, самокаты, или пешая доступность, чтобы жителям было удобно, комфортно добираться до школы, до офиса своего. То есть это то, что сегодня мы видим в развитых городах. Надо ли упоминать, что те же прокатные самокаты в городе, конечно, есть. И есть даже специальный человек, который за их развитие отвечает. Это Раис Шаехов. Он же, кстати, исполнительный директор Союза велосипедистов республики. Почему так получается, что одни города принимают это решение, а другие боятся его? Это прогресс, он неизбежен. Поэтому, как мне кажется, и, наверное, руководство города так считает, что лучше возглавить это движение. Бардак? Лучше прописать четкие правила работы, четкие правила игры, какие-то штрафные санкции за нарушение, чем просто запрещать. Никакого бардака на улицах. И при этом власти позволяют себе немыслимое. В городе есть даже велопереезды через священную проезжую часть. И прочие вкусняшки, светофоры, например, для тех, кто хочет почувствовать себя человеком не только за рулем. Велосипедный переезд, да? Для удобства. Именно велопереезд. Удивительно. Значит, так тоже можно, да? Да, и мы их сделаем в Нижнекамске только там, где стоят светофоры, все-таки для большей безопасности. А вот это интересная штука еще. Я такой только в Копенгагене и в Альметьевске видел. Да, это очень удобная вещь, это забота о велосипедистах, позволяет что-то такое, да? Да, остановиться и ожидать зеленый сигнал светофора, не спешиваясь с велосипеда, потом сразу продолжить движение. Вот такие мелочи показывают заботу. Стимулируют. В Нижнекамске будет больше километров велодорожек, чем в Казани. В этом году будет еще 14 километров. А значит, еще больше великов и самокатов. Можно ведь было сказать, давайте 2-3 года подождем, пока тут велодорожкой построим. Но, знаете, если есть спрос, мы должны создать условия. То есть сегодня самокат как вид транспорта, он есть. Но надо сказать, что как бы ни пытаемся ограничить этот вид транспорта, он развивается. Мы не можем сказать «нет», и запретный плод, он всегда будет сладок. Я думаю, что мы должны договориться и найти компромисс, как это сделать так, чтобы это работало. Несладко, конечно, придется мэру Нижнекамска, лишающему граждан привычных им углеводов. Несладко будет, в общем-то, всем, потому что ни один город в России не был спроектирован с прицелом на будущее. Даже Иннополис. Каждый житель Иннополиса – личность, индивидуальность. Это здесь знают с малых лет. И мобильность здесь у каждого своя личная, индивидуальная.
Любой ребенок может дойти до школы, максимум минут за 10. Но велосипед или самокат у каждого второго. Это, в общем, тоже часть воспитания. В этом городе создают новых людей. Да, у нас в школе обучается 530 детей, и примерно половина регулярно в школу и школы ездят на велосипедах, самокатах, скейтбордах. Напоминаю, что нужно спешиваться. Вот мы видим знак, тут тоже переходите пешком. Да? Я думаю, вот не скоро еще наши города доживут до такого. Вроде обычное совершенно дело. Две девочки стоят, знак. Однако же это вот та самая необходимость, которая возникла в городе. Да, да. Это возникло, потому что все больше ребят. В городе созданы все условия, чтобы передвигаться на велосипедах. Вот эта парковка у школы растет каждый год. Начинали когда-то с 40 парковочных мест и увеличили уже в 6 раз. Ну вот видим, что кругом у вас организация движения. Вот девочка сейчас, она проводит, да? Проводит на место, куда надо припарковаться. Да, все верно. Пока проблем нет, но мы видим, что скоро будут, да? Потому что свободных мест уже почти нет, не осталось. Да, когда пятые классы еще когда пятые. начнут приезжать, парковка вся будет заполнена. И обязательно нужно экономично уже парковаться, чтобы каждая ячейка была заполнена. 200 велосипедов единовременно припарковано, глаза радуются. Вот это и есть прогресс ведь. Это и есть прогресс, да. Это все, это город для людей. В городе для людей открытие на каждом шагу. Вот это парковка детского садика Иннополиса. Эти юные водители личного транспорта не спали этим утром в пробках на заднем сиденье авто. Они ехали сюда не в городе, а по городу. По городу, который ценит альтернативы. В каждом дворе Иннополиса абсолютно стандартные для этой территории велопарковки. В этих дворах вы не встретите автомобилей, а выбор и правда на каждом шагу. Самокаты, в том числе и прокатные самокаты, конечно, в городе тоже есть. Потому что люди, горожане, считают все это абсолютно необходимым не когда-нибудь, а уже сегодня, сейчас. Мое мнение, что в итоге лет через 10-15 они потеснят личный транспорт, потому что мы совершаем 99% поездок меньше, чем на 10 километров. Есть автомобиль и пользуюсь – это разные вещи. Я могу иметь автомобиль, который находится на парковке, на подземной парковке, на многоуровневой парковке, и я прихожу за ним раз в неделю, чтобы съездить вместе с детьми на дачу. А все остальное время пользуюсь средствами индивидуальной мобильности. То есть у нас в Татарстане от 30 до 50 человек ежемесячно погибает на дорогах, и еще в 3 раза больше получают какие-то серьезные ранения. Соответственно, на самокатах гораздо меньше, даже при отсутствии инфраструктуры. А если еще сделать инфраструктуру, то мы получим 2 положительных результата. Первое, самокаты станут ездить безопаснее, на них станет ездить безопаснее. Во-вторых, автомобилей станет меньше. Почему? Потому что часть людей с автомобилей для конкретных поездок пересядут на самокаты. Такой парадокс. Ты делаешь больше велодорожек, и из-за этого автомобилистам становится лучше, потому что пропадает вот эта вынужденная автомобилизация. Предвидим возражения. Иннополис – нетипичный город страны. Это правда. Он, как мы полагаем себе, строился не по отечественным лекалам, и все тут как-то изначально хорошо и благоустроено выглядит. Трафик небольшой, жителей мало, тут и перемен никаких затевать вроде не нужно, все сразу готовенькое. Но правда состоит и в том, что действительно европейской внешности город имеет советскую родословную. Его улично-дорожная сеть спроектирована практически так же, как и во всех остальных городах России. Даже велодорожки в Иннополисе проложены лишь по периметру жилых кварталов. Улицы повсеместно огорожены типовыми заборами, ядовитыми знаками и просто неприличными и неуместными подземными переходами. А улицы и улицы. Больше дороги, чем улицы зачастую. Но здесь есть граждане, горожане, и они меняют свой город. На знакомом нам уже пешеходном переходе, который все еще приходится, как видите, контролировать, уже проведена работа над ошибками. Вот так вот с корнем выдираете вы, да? Здесь
Забор когда-то ведь стоял. Здесь у нас любят везде ставить заборы, да, и вот здесь вот был вот такой же забор до конца. И смотрите, представьте, когда ребенок идет, вот оттуда водитель, который едет, он просто не видит. Для того, чтобы сделать переход безопаснее, здесь поставили лежачие полицейские, но это как временная мера, да, и столбики вот такие для того, чтобы перед самим переходом у водителя психологически был дискомфорт здесь быстро гнать. Ленар Шагиев живет и работает в Иннополисе. Он член городского сообщества, которое в сотрудничестве с мэрией города переосмысляет то, что видит перед собой с точки зрения известного идеала. А идеал известен. Это в первую очередь жизни людей. 3,5 метра обычно везде делают. Так вот, 3,5 метра ширина полосы. Это психологически комфортно для того, чтобы ехать 90 км в час. Стоит знак 40, но дорога психологически комфортная для того, чтобы ехать 90. Человек неосознанно начинает ехать быстрее. Он не чувствует скорости, потому что ему здесь комфортно ехать быстро. Для того, чтобы никого не сбивали, никто не умер на дороге. Надо не знаки ставить, надо инфраструктуру менять. Надо делать так, чтобы человеку психологически было комфортно ехать с той скоростью, с которой безопасно здесь ехать. Тактический урбанизм – это временные до поры и совсем недорогие изменения городской среды. Даже в Иннополисе уже было смертельное ДТП, и ребята из сообщества, из мэрии вынуждены молниеносно реагировать на это. Исправлять ошибки дешево и сердито. Мы видим вот эти два забрала. Это подземные переходы, которые изначально с самого начала здесь в Иннополисе существуют. И которыми люди, конечно, никогда не пользуются. Да. Город запроектировали с подземными пешеходными переходами. Но оказалось, что там, где есть подземный пешеходный переход, люди почему-то бегают через дорогу, через заборы. То есть обратный эффект. Да. Пытались сделать безопасно, а получилось, наоборот, слишком Есть страшно. такой эффект. Делают вместо наземного перехода подземный. Количество сбитых на этом месте увеличивается. Потому что автомобиль уже не ожидает увидеть человека, а люди все равно переходят по верху, потому что им так удобнее. Простая мера, приподнятый пешеходный переход, и насколько эффективная. Да? Если в Челнах вот это сделать, то, наверное, у властей было бы поменьше опасений, что там якобы люди начнут пачками просто умирать каждый день под колесами машин. Ну да, она хороша, на мой взгляд, со всех сторон. Во-первых, люди могут спокойно переходить дорогу, и им не надо спускаться, а потом подниматься. Во-вторых, автомобиль на приподнятом пешеходном переходе, он его лучше видит за счет того, что видит часть, смотрящей на него разметки зебры. Это опять успокоение трафика, о чем Да? мы постоянно говорим. В общем, ошибка-то исправлена. И здесь уже никогда ничего страшного не случится вот на этом месте. Да, надеемся, не случится, потому что здесь, на этой дороге, несколько условий для того, чтобы автомобиль не разгонялся. Казалось бы, какое успокоение, какого трафика. Но в том-то и дело, что даже жители этого города способны предвидеть и действовать на опережение. Потому что если я сейчас приду в Челны и просто жителей спрошу, давайте мы сделаем велодорожки, мне обычные жители скажут, конечно, нет, давай делать дополнительную полосу. То есть образование начинается снизу. Надо сначала научить людей тоже, чтобы от жителей, от горожан сформировался запрос к мэрии. Сделайте нам так, потому что нам сейчас неудобно. Без этого запроса, конечно, мэрия ничего делать не будет. Мир изменился. Мир изменился, а наши законы, да, правила дорожного движения, инфраструктура к этому не успевает приспособиться. Вот. И мы не должны пытаться запретить, это путь в никуда, это тупик. А от того, что вы запретите шеринговые самокаты, люди не перестанут покупать свои электросамокаты и ездить на них. Ну, хорошо, что нам теперь, запретить продажу электросамокатов? Куда дальше? Заставить всех передвигаться только на машинах? Это самый простой пример тактического урбанизма. Он стоит 700 рублей. Вот зачем он здесь нужен? Вот смотрите, водитель отсюда заезжает, он видит широкая дорога же, если нету столбика. Эти столбики нужны просто для того, чтобы человеку показать, что здесь не зона для машин, здесь пространство для пешеходов. Мы видели такие столбики, кстати, и в Америке тоже. В Америке, как и в Европе, раньше нашего поняли, что мир изменился, а города еще нет. Все крупные и, конечно, чрезвычайно автомобильные города Америки разворачиваются лицом к человеку. Никто не ждет миллиардных ассигнований и приказов начальства. На первых порах достаточно знаний, предвидения, желания,
2 ведер краски и копеечных столбиков, как в Иннополисе. Вот это Бостон и его новое небольшое, но общественное пространство для пешеходов и велосипедистов. Ленточку здесь торжественно никто не резал, и даже шариков на открытии не было. Все это было сделано за одну ночь. Нет, ну вы только посмотрите, что они вытворяют. Вы только посмотрите, что они себе позволяют на собственных улицах, в собственном городе. Вот это когда-то была большая широкая автомобильная дорога. Ее сузили, оставили практически 1,5 автомобильных полосы. Как вы видите, одна проезжая, одна просто, стоячая здесь припаркованная машина. Для чего? Для того, чтобы освободить пространство, во-первых, под эту велодорожку. Она достаточно широкая, плюс она, как видите, защищена столбиками. Вскоре будет более серьезная защита, нам сказали, это пока все временно. Но самое-то главное в чем? Вот. Пешеходная зона. Вот для этого, собственно говоря, и переформатировали эту улицу. Это был экзамен для местных проектировщиков, потому что они не знали, не были уверены в результате, но они помониторили, посмотрели количество пешеходов, которые посещают эту улицу, и уже через несколько месяцев практически пришли к выводу, что да, проект удался, это, конечно же, успех. И уже теперь никогда Франклин-стрит в Бостоне не будет автомобильной. Да что там маленький участок земли в Бостоне? Перекресток мира, площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке при помощи тех же ведер с краской и столбиков перекрыли наполовину для машин когда-то всего за ночь. Автомобильных аварий стало меньше на 15%, преступлений на 20%, загазованности на 60%. Спустя совсем непродолжительное время эти перемены одобряли уже 90% жителей Нью-Йорка. Пешеходов, которых и так во все времена тут было достаточно, стало еще больше на 11%. И, что самое сногсшибательное, скорость передвижения автомобилей в районе Таймс-сквер увеличилась на 7%. Автомобили действительно уходят с улиц Нью-Йорка, но автомобили не делают выбор. Выбор делают люди, и их к этому выбору подталкивают всеми возможными путями. 80% жителей Манхэттена не имеют машин, и этот процент только растет. Потому что круги от Таймс-сквер, расходясь по всему миру, прежде всего расходятся по самому Нью-Йорку. Вот знаменитый Флэт-айрон, историческое здание «Утюг» на Манхэттене. По территории, прилегающей к зданию, недавно словно прошлись тем же утюгом. Была дорога, стала пешеходная площадь. Очень похоже на то, что было опробировано на Таймс-сквер. И все счастливы. Нью-Йорк словно возвращается к истокам, но круги идут дальше и доходят уже до небольших совсем городов Америки. Вот Сомервиль, это пригород Бостона. Горожане устали от транзитного трафика в большой город и занялись перестройкой улиц. Снова видим знакомые столбики. Снова быстро, дешево и сердито. Весь город опоясан сетью велодорожек, а трафик успокоен. Создана такая конфигурация улиц, которая недвусмысленно намекает, кому именно здесь рады больше всего. На улицах города появились даже вот такие агит-плакаты. Это практически манифест города. У нас все по уму. Мы заботимся о пешеходах, велосипедах, самокатах не меньше, а то и больше, чем о машинах. А для чего это здесь, спрашиваем мы у местного жителя Патрика. Думаю, для того, чтобы люди знали, как этим пользоваться. Это нечто новое для города, такого ведь не было у нас. Вот нам объясняют. Вот когда на наших улицах появятся такие таблички, мы будем говорить о том, что у нас действительно произошли какие-то перемены в сознании. А вот это Европа, Амстердам. В европейских городах буквально все создано именно для людей, для человека. В том числе и улицы. Давайте посмотрим на то, что в Европе называют улицами. Здесь несколько вариантов, покажем лишь несколько. Вот типичная хрестоматийная европейская улица Амстердама. Посмотрите, большую часть этой улицы занимают тротуары. Здесь тоже есть проезжая часть, но, во-первых, она достаточно узкая, во-вторых, она выложена брусчаткой, так что, как бы понятно, дается знак, что эта улица не совсем для машин. Она скорее для велосипедистов, которые могут использовать эту улицу во всю ее ширину. Да, на автомобиле тоже можно. Можно, но очень осторожно, потому что мы в центре города.
а здесь 30 километров в час. Вот еще один вариант организации уличного пространства. Посмотрите, опять же, довольно широкие тротуары, которые люди могут использовать как им хочется, могут использовать как парковку для велосипедов, например, могут использовать как кафешки, которые мы с вами видим там вдалеке. Обязательно велодорожки, естественно, они достаточно широкие всегда. Ну и посередине, естественно, трамвайные пути. Мы смотрим и не видим машин. Где здесь проезжая часть? Фактически здесь ее нет. Но машинам здесь также можно передвигаться. Просто, как видите, никому этого не хочется. Вот такой вариант. Вариант города для всех. Или вот, например, вариант вот такой. Если мы говорим о городе для всех, мы обязаны его показать, потому что вот это так называемое shared place. То есть это место, которое делит между собой все участники дорожного движения и вообще все жители города. Посмотрите, слева мы видим тротуары. Мы видим проезжую часть, которую используют, заметьте, как автолюбители, так и велосипедисты. Она для всех. В этом как раз-то все и дело. Машины здесь очень редкие гости. И заметьте, нет этих наших заборов, которые отделяют пешеходов от проезжей части. Мы постоянно чего-то боимся. Здесь, в Европах, ничего этого не боятся. Здесь не отделяют, здесь просто делают визуальные ограничители в виде вот таких вот столбиков. Для нас это хаос, для Европы это организация дорожного движения. Та самая организация, которая и рождает вот эту степень договороспособности людей, которые живут вместе, как-то сосуществуют, которая рождает те самые успехи, на которые мы так равняемся. Примеры того, как в Евроамериках переходит от бездумного строительства автострад к городам для людей, неисчислимы. Все, что мы считаем препятствием для развития, там прогресс. У нас разные полушария. Они борются за жизни людей, борются со скоростями, сидят на жесткой дорожной диете, а мы все дискутируем. Нужны ли городу какие-то иные виды транспорта? И есть, похоже, только одно исключение. Этот звук – предвестник бури. Но в этой буре есть покой или успокоение. Трафика – это снова Нижнекамск, и это сужение проезжей части. Да, здесь сужают дороги, уменьшают скорости и исправляют ошибки вековые. Мы, когда реконструируем или там строим дороги, мы всегда стараемся расширять их, да, то есть понимаешь, что нужен как бы проходимость. Но зачастую, например, статистика показывает, чем шире дорога, тем выше скорость. А это уже чревато безопасностью. Вот, к сожалению, там вот эти последние наезды на пешеходов, они показывают, что где мы делаем дорогу, она становится проблемной. То есть сперва нет дорог, нужна дорога. Делаем дорогу, начинаем делать лежащие полицейские. Заборы, неровности, подземные и надземные переходы, камеры и знаки – все это непрочные временные костыли, которые с трудом поддерживают на наших улицах воображаемый порядок. Прогресс все равно быстрее. Почти запрещенная в России нормальная организация дорожного движения – это не запреты и костыли, а интуитивная инфраструктура. Не нужен знак 40 на дороге, на которой и так не разгонишься. Не нужны подземные переходы на дороге, на которые есть нормальные переходы и светофоры. В набережных Челнах и прочих автоградах страны жители не боятся самокатов, они боятся машин. Им кажется, что их уже ничто и никогда не остановит. Нам простительно такое. Мы первое поколение автомобилистов, в отличие от Евроамерик, где надежды юношей питали лет 50 тому назад. Нет в мире счастливых городов, построенных для машин. Там это поняли давно. Они уже 10 лет назад приняли такой общий закон, который называется «Дорожная диета». Он направлен на то, чтобы уменьшать количество полос, использовать их более эффективно, часть полос превращать в автобусные, часть в велосипедные, часть вообще в общественное пространство. То есть куча примеров сейчас в США, когда шестиполосная дорога внутри города, такая классная, вот прям настоящая американская большая дорога для больших машин, превращается в 2 полосы для автомобиля, 2 полосы для автобуса и 2 полосы для велосипедов, и еще и скамейки влезают.
Сообщество горожан Иннополиса делает все возможное для улучшения своего города, но и ему еще далеко до сколь-нибудь значительного изменения облика улиц. Тут у наших надзорных органов скорости поменьше. Но в жилых кварталах города мы уже видим наглядно, что можно сделать, если начинать с малого. Вот эти штуки я вижу, они просто, знаете, радуют глаз, потому что мы сейчас с вами на такой бетонной взлетно-посадочной полосе находимся, широкой достаточно. Опять же, тут можно было припарковаться, хоть пятером, хоть 3 рядами. Но вот эти вещи неспроста здесь появились, да? Да, конечно. Здесь иногда заезжают люди не местные, да, которые видят перед собой широкую, открытую прямую дорогу, хочется разогнаться. А мы не хотим, чтобы здесь гоняли. А обычное решение какое? А давайте сделаем забор, чтобы люди не могли выйти на дорогу. Ну нет, так не работает. А машины будут в этот момент здесь носиться, как, значит, и мы будем говорить, ну какие тут самокаты? Какие тут самокаты? У нас тут машинки же ездят. Интуитивная среда в этом дворе никогда никого не задавит, потому что скорости здесь минимальные. Да и асфальт не повсюду. Попробуйте погонять вот на таком, например, дорожном покрытии. Это места совместного пользования. Даже заезжий водитель сходу поймет, что он тут не главный. Вот это и есть тактический урбанизм. Водители уже не чувствуют себя здесь полноценными королями, да? И заметьте, они стоят не посередине дороги, их не нужно даже огибать. То есть такой принцип просто показать. Посмотрите, товарищ водитель, здесь люди ходят, сидят. Да, да. Здесь вообще люди есть. Да. Мы показываем таким образом, что здесь приоритет вообще-то пешеходов. Вот я вижу, катки там стоят вот с тяжеленными булыжниками, да, но они опять же не загораживают. Да, здесь, пожалуйста, можно проехать. Просто сузили проезд для того, чтобы здесь нельзя было, не глядя на скорости, пролететь, да. Здесь ты должен притормозить и очень аккуратно проехать. Попробуйте спроецировать все то, что вы видели, не на этот двор и даже не на этот город, а хотя бы на город побольше. Ну, скажем, на город-самокат Челны, где ищут ответы на давно решенные вопросы. В том, что города наши и представления наши не меняются, виноваты, конечно, не только люди в высоких кабинетах, но и жители этих городов. Бесподобное лечится только бесподобным. И все-таки первое, что нужно для перемен, это индивидуальность и личный пример. На самом деле каждый житель может на это повлиять. Большинство людей просто после первого отказа ведь примут, что ну, значит, ничего нельзя сделать. Не нужно принимать первый отказ. Если даже один человек приходит к тебе и говорит, ты сделал плохо, у тебя возникает такое внутреннее ощущение, что ты сделал плохо. Но на самом деле 9 остальных просто не пришли. Они спокойно воспользовались этим, пересели на велосипед, начали пользоваться самокатами и рады этому. Но ты можешь концентрироваться на одном негативном человеке. Это тоже, конечно, не надо делать. Существует проблема. Мы слышим жителей, общественность, которую они сигнализируют, которая действительно говорит, да, это нам нужно, да, мы хотим. И мы здесь уже прикладываем усилия. Когда на практике уже жители видят, как это работает, изначально не понимая того, что это может быть эффективно, тогда мы понимаем, что да, консенсус найден. У любого IT-специалиста вот сейчас в России есть выбор. Выбор часто будет не в пользу наших городов. Поэтому Иннополис должен быть тем местом, который выигрывает у европейских городов, чтобы у человека не было причины уезжать из России. Даже патриотизму есть альтернатива. Есть люди, индивидуальности, главная цель жизни которых – раскрытие собственного потенциала. И для этих людей существует вопрос – где, на какой территории, в каком городе и в какой стране это сделать. Эти люди могут выбирать. И задача любого города или государства сегодня – бороться за таких людей. Не потому ли так хорош Иннополис, что нам давно известна эта истина? Не потому ли так унылы, глухие и бездушны остальные наши города, где проживают остальные наши люди, которые в массе своей просто не могут разбираться и выбирать?
Не потому ли в режиме функционирования, а не прогресса, живут и наши функционеры, в задачи которых не входит эта борьба за человеческий капитал? Устройство городов – это воплощение ценностей государства. Мир изменился. В нем появились люди, имеющие возможность выбирать подходящие ценности. Проведите опрос. Нужны ли люди в вашем городе? Многие уже справляются с ответом и без вопроса. Потому что в конечном счете мы не убиваем альтернативу. Мы вручаем ее тому, кто может выбирать. Так не выигрывают битвы. Так не приобретают главный приз, за который конкурируют сегодня города и государства. Человек. Человек, сделавший свой осознанный выбор. Нужны ли люди в вашем городе?